Разумный бачу, Иисус Бог мой плача, открывали, проливали, ой, страх я постискает, а Иисуса влети, был он близко смерти. Еле муки горькой, и он принял покорно, как Отца прославить и народ свой славить. Там орел размовляет, рад покутай узмазняет, а Езу мой Пане, стомленный змагание. И Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Святую мшу sprawują za pomierłych Janinów i Stanisławów, просячи о Божьей милосердности для их. Дорогие браты и сестры, от початку Великого посту мы рихтовали наши сердца до этого дня про покаяние учинки христианской милосердности. Сегодня мы собрались разом, как с усим костелом распочать святкование пасхальной таемницы Иисуса Христа, для исполнения якой Он увошел в свой город Иерусалим, как там поверьте и воскреснет. Узгадываючи этой збавчий уваход, с верою и отданностью пойдем и мы за Паном, как беручи удел у Его крыжовой таемницы, стать удельниками з мертвых повстания и життя вечного. Молимся. У всемогутный вечный Боже, освети эти малинки Твоим благословением, как с радостью идущий за Христом Володаром, мы могли праз Его прийти до вечного Иерусалим, яки же ей благодарить на веки вечные. Аминь.
Дорогие братья и сестры, подобно наполненные, як урочистое свитание Иисуса Христа, пойдем у покою. Пойдем у покою. Хвала Тебе, Владар наш Христе, Откупитель, так хор детей Тебе витал, śpiewaючи Тебе Хосанна. Хвала Тебе, Владар наш Христе, Откупитель, так хор детей Тебе витал, śpiewaючи Хосанна. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты учинил, что нас Збавца принял тело и помер на крыже. Когда человечему роду узор покаяния покоры, ласкаво да помажи нам наследовать Его прихвату терпений и заслужить удел Его с мертвых повстаний, яки с Тобою живей владарец едности Духа Святого, Бог правду Тебе веки вечные. Amen. Читайте книги пророка Исаии. Пан Бог дал мне мову мудрых, как я ведал, як словом подтримать знесиленого. Кожную раницу Пан будить мне, обуджає слых мой, как я слушал его. Як учить Пан Бог, открыл ухо мое, и я не заперечил, не отступил назад. Плечи свои я поставил тем, кто бьет, и щеки свои тем, кто вытирает бороду мою. Обличья своего я не отвернул от зневаг и оплевания. Пан Бог да помогай мне, тому я не буду осоромленный, тому зробил я тварь свой, як твердый камень, и ведаю, что не знайду сорому. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Боже мой, чому я не покину? Боже мой, чому я не покину? Все, кто бачить меня, насмехаются с меня, открывают усны, головой кивают. И он сподівався на Пана, нехай же визволить його, нехай уратує, коли яму он любить. Боже мой, чому я не покину? Собаки окружили меня, зборища злочинцов меня обступило. Пробили руки мои и ноги, я могу полечить все мои кости. Боже мой, чему я не покину? Буду обвещать имя Твое, братам моим, на усходе буду прославлять Тебе. Вы, что боитесь Пана, прославляйте Его, все потомства Якуба, усхваляйте Его, нехай боится Его все потомство Израиля. Боже мой, чему я не покину? Czytanie посланника апостола Павла. Jezus Chrystus, будучи в постаті Бога, не полічив потрібним бути наравні з Богом, але вирався самого себе, прийнявши постать свою, приподобнившися до людей, из выгляду ставши, как человек, принизив себе, будучи послушным аж до смерти крыжовой. Тому Бог возвысил его и дал ему имя, понад всякое имя,
на ім'я Єзуса схилялася кожна колено творенням небесних, земных и подземных, и как кожный язык вызнавал, что Паном есть Иисус Христос, для хвалы Бога Отца. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Слава Тебе, Дева Матерь, слава Тебе, Дева Матерь. Христос принизил себе, будучи возлюбленным аж до смерти крыжовой. Тому Бог возвысил Его и дал Ему имя понад всякое имя. Слава Тебе. Muka Pana naszego Jezusa Chrysta. В самый ранний першосвятари со старейшинами и книжниками и вся высокая рада зробили нараду и, звязавши Єзуса, повели и отдали Пилату. Пилат спитався у його, Ты король юдейский. и он же сказал ему отказ. Ty każesz. И обвинувачували його першосвятари у многим. Пилат же знов спитався у його, Ты ничего не отказываешь. Погляди, сколько свідчить супроть тебе. Єзус же нічого більше не відказував. Тому дивився Пилат. Єзуса осуджають на смерть. На кожне свято він відпускав їм одного в'язня, якого просили. Був же некий Бараба, зневолений со своїми совдельниками, які під час бунту учинили забойство. І, подійшовши на то, почав просити того, що він завсёды робив їм. Пилат же сказав їм у отказ, Хочете, отпущу вам короля юдейского. бо ведав, що першосвятари видали його від зайстрості, але першосвятари подбухторили народ, як відпустив їм лепш Барабу. Пилат, отказуючи, знову сказав їм, Что хочете, как я зробив с тем, кого вы называете королем юдейским? Яни знов закричали. Укружу его. Пилат сказав їм, Что древнего зробив он? але яни ще мацней закричали. Укружу его. Тоді Пилат, хочучи догодить людям, відпустив їм Барабу, а Єзуса після бічування віддав на укрижування. Жовніри насміхаються з Єзуса. Жовніри відвели його всередину дзядзінця, це значить у преторію, і собрали цілу когорту, і опранули його у пурпур, і сплевши терновий венок, склали на його, і почали вітати його. Витай, король юдейский. Били його по голові тростиною і плювали на його, і, згинаючи колені, кланялися йому. А коли насміхалися з його, зняли пурпур і опранули у ягоне одіння, і повели, як укрижувати. І примусили некого прохожого Симона Пиренейца, батьку Олександра і Руфа, який йшов з поля, нести його на криж, і привели його на місце зване Голгота, що означає «место черепа», і давали йому пить вино со смирных, але він не взяв. І ті, хто укрижував його, ділили лопатку ягоную, кидаючи жеребя, кому що взять. Была ж 3-я година, коли укрижували його, і був надпис з віною ягоной, король юдейський. Разом з ним укрижували 2 злочинців, одного з правого, другого з лівого боку від його. Ти і збулося в Писанні, яке говорить, і до злочинців залічений. Ті, хто проходив мимо, зневажали його, киваючи головами своими і кажучи, Эй, ты что, рванулся, пил и за 3 дня не будешь?
Уратуй себе самого, сжёвши стрижа. Подобно и першосвятары с книжниками, насмехающиеся, казали один одному. Інших ратував, а себе не може врятувати. Христос, король Ізраїля, нехай сидять тепер стрижа, щоб ми побачили і повірили. І ті, хто був укрижований разом з ним, зневажали його. Коли подошла 6-я година, темра охопила всю землю, аж до 9-й години. Коли 9-й години вскликнув Єсус моцним голосом, Елі, Елі, ляма сабахані. що означає Боже мой, чому ти мене покинув? Некоторые з тих, хто стояв там, чуючи це, казали, І он притча Ілью. а один побіг, намочив руку воцетом і, насадивши на тростину, поїв його, кажучи, Чекайте, поглядімте, прийде Ілля знять його. Єсус же, усміхнувши моцно сказав, Всі становимося. Повстанемо. і заслона у святині розірвалася надвоє зверху, аж до низу. Сотник, який стояв насупроть його, сказав, побачивши, як він канав. Заправди, чоловік гэтий був сином Божим. Гэта слово Пана. Слава тобі, Христе. Можна сісти, скоріше, хто хоче, не може. Я думаю, що тут мало місця, а він тут. Ніби сьогодні у костілі шмат чого відбувається, і справді шмат чого відбувається, бо приходимо сюди так незвичайно, приходимо з галинками верби, хто має, там може хто-нибудь пальму у хаті має, з галинкою пальму. Докладно так вітали Пана Єсуса. А чому так вітали Пана Єсуса? І чому це все відбувається з Єсусом в такий спосіб, який є? Ми приходимо подобне до гэтага народу, який там стояв і кричав «Гасанна, Гасанна, син Давіда!» Чому кричуть «Гасанна»? Кого вони бачили, кого у Єсусі Христі. Треба звернути увагу на слово Євангелія, яке сьогодні повинно читатися, коли відбувається довжейша форма, або коли відбувається головна свята імша, яка буде відбуватися сьогодні о 12 годині, тоді є процесія з цими галинками. Коли Єсус наближався до Бетфаї і Бетанії, від гори Олівної, Єсус послав двох учнів і сказав їм, ідіть у вёску. Видите, чому? Єсус йде в сторону Єрусалиму. Город Бетфаги и Бетании лежит на всход от Иерусалима. Коли летит на всход. Чему? Это символ того, что жиды, которым было дано пророчество, и они чекали на Мессию от стороны всходной. Иисус на эту гору Оливную, на якую иде, и он так само на этой горе Оливной будет, что робить? Молиться. Вельми часто будет так само отмовлять свою последнюю молитву, молиться цепять кровью, будет говорить, Боже, забери от меня этот келих, не моя воля, нехай твоя станется. Иисус идет до этой горы. Чому? Так подобными часами дожидал. И они чекают Пана Бога от одной стороны, Бог приходит, и они его не познают. Мы так само узираемся, мы маем шмат знаков, маем Великий пост. Есть эпидемия COVID уже, яка открывая целый год. Есть разные ситуации, какие есть. И мы чекаем на кого? На выбавителя, на якости нашего Бога. Когда он нам всю покою сердцем першим черзе. Когда мы отчиним эту сегодняшнюю Евангелию, которую сегодня должна повинна читаться при головной урочистости, так большая частка Евангелия переписана просто со Старого Заповета. Все слова, которые Иисус Христос будет говорить, это, что выполнять чины будет с книги Захария. Книга Захария не великая книга, в Старом Заповете она мает 14 разделов, делится на две части. От 1 до 8
і ад 9 до 14. Дакладна гэты 9-14 раздзел, ён, можна сказаць, вельмі часта рэцытуецца, ужываецца праз евангелістаў у Святом Пісанні, у Новым Запавеце. Мы яго вельмі часта чуем і абапіраемся на гэта. Гэта была проповедь. Так само пророк Захарій піша аб супакоі і аб сапраўдным валадарстве і аб тым, хто дасць супакой. І піша, што той, хто дасць супакой, будзе уязджаць на восліку, а дакладна на маладым восліку, который з'яўляецца толькі што амаль, на якім яшчэ ніхто нічога не гараў, ніхто яшчэ на ім не ездзіў. І такога восліка дакладна прыводзіць да Ісуса Христа. А чаго гэта сімволікай з'яўляецца у пророка Захарія? Быў такі, не ведаю, хто памятае гісторыю, факты толькі гістарычныя прыведу вам, каб вы припомнілі себе. Быў такі Александр Македонскі. Жыў ён у 4 веку до нараджэння Ісуса Христа. Ён калі настаў, ён быў маладым чалавекам, зусім маладым чалавекам, ён калі настаў, то ён завёў супакой у свеце. А в які спосіб? Прайшоў са сваім войскам праз усю землю, праз пол зямлі, і здабыў гэтыя землі. І гаворыць, што ёсць тым, хто праваждае супакой. І таксама у Егіпце ён зрабіў сваю сталіцу, і ее мы называем Александріей. Есть такі город Александрія. Так вось, Ісус Христос не з'яўляецца таким пророком, альбо таким королем, который дает супокой силой. А Ісус Христос з'яўляецца таким королем, який дає супокой покорой. Ісус Христос, як будем читать, скажем, Ісус Христос своим апостолам: «Идите у певную местину, у певное место, и там скажите, отвяжите вослика, и когда господар будет пытать, на что вам эти вослик, скажите: Пан потребует». Когда мы читаем эту Евангелию сегодняшнюю, то мы доведаемся одно, что Иисус Христос единый раз себе называя в Святом Писании Кириос, Пан Бог, Пан потребует. И те, что апостолы идут, двух апостолов, Филипп и идут, как учинить то, что Иисус Христос говорит, когда спотыкаясь Господаром, и не тлумачься, увидеть там Иисуса Христа. Наставник потребует. И этот Господар отдает этого вослика, как Иисус Христос на этом вослику уехал на гору. И что было? Когда привели апостолы вослика, на этого вослика заслали свое убрание, снимали плащи и опранули. Чем является плащ? Треба більше через це сказати, чим з'являється вопратка. І вона з'являється символом свого життя. Апостоли зняли і своє життя зложили на цьому вослику. А Ісус Христос на гэтага вослика, на життя гэтых апостолів увайшов. Але гэтага было мало. Бо коли Ісус Христос уїжджає в Єрусалим, всі його вітають, кричучи «Гасанна», а при гэтым стелять свої вопратки. Так само написано, что снимают свой плащ. Что? Чем является плащ? Альбо чем является, на початку сказать, это уезд Иисуса Христа. Кого витали? Это была интронизация короля. Интронизация короля, это что означает? Что витали у такий способ нового короля. Снимали с себя убрания. Убрания в первой черзе означали, что мы хотим тебе служить, хотим виконувати свою волю. А галинки, пальму, які тримали в руках, якими махали, які так само клали, верили, что Иисус Христос даст сапраўдны супокой у свете. Сапраўдны супокой у свете. А сегодня, чего вы приходите в эту святыню? И когда приходите посвятить только галинку, пальмочки, скажу, браты и сестры, эта пальмочка вас не избавит. Не избавите на вас. Чому? Бо це не з'являється якимось... Бо релігія християнська, вона не з'являється забобоном. Бо вельми часто костюли переповнені, церкви так само, коли буває щось, якісь течини, якісь знаки відочні. А Ісус Христос, брати і сестри, їде на вослику, їде не на чисті відочні. Мог би їхати на коні якимось, мог би їхати як король в шапці, у шлемі повному бундаруванні,
с апостолами, Бог мог послать ему решу стаю анёлов, как я говорю, как его воронили, войско целое анёлов. Пан Иисус ничего бы не было. Ничего бы не было. Он бы за этим божником, либо за этим конем мог бы уехать у неба. И все таки открыли больше рот, сказали, так и было, и забыли бы про это. Вы сегодня не вспоминали про этот момент, что Иисус Христос уехал на коне у неба? Нет. Не отдал же свого життя. Мы бы забыли про Иисус Христос. Это было бы фактом історичним, що був якийсь чудак, який пройшов перед землю, шнап добре радів, але потім його зі щось сталося. Вітер його порвав, або прийшов ураган, що його тлумачили, віра кісті, і порвав Ісуса Христа у небо. І нашли його по сьогоднішній день. Ні. Ісус Христос у другий спосіб хоче. Що Ісус Христос хоче на гэтым вознику уехать у наше сердце. Наше сердце. Але чи ми хочемо бути Єрусалим, этим, который сустракает. Мы подобные часами этого на труп. Мы видаем Иисуса Христа, а за ним идем, будем кричать, на крыш, нам вера мешает, нам Бог мешает. Да вот что нам. Нам час наш особистый краде. Вот это 5 минут посвятить на молитву ранешнюю, 5 на вечеровую принамсі. Тут говорит, что заповеди Божие треба виконувати. А мы лепей створим своего особистого Бога. И нам так лепей жить, я сгожаюся. Мне бы тоже было бы лепей жить. Я бы написал себе свои 10 Божьих заповедей, и думаю, что каждый из вас утворил бы и жил бы в своем свете, таком тепленький, приемленький, выложенным кветочками, добрым. Я бы еще кого-то направил, какой-то свет не выполнил, как-то все не служил. А сам я не хочу. Мы потом нарекаем, где Пан Бог? Чему он не выполняет наши просьбы, не выслуховывая наши молитвы? Чего плануя выбрать у свете эпидемия? Чего есть такая ситуация, какая есть у свете на Беларуси? Бо нема Бога у серці. Бо чоловік, коли що зробить, говорить, я зробив. А ми повинні собі усвідомити, брати і сестри, що це не я зробив, а що це Бог нам дав. І коли ми повіримо в це, всі наші намагання, які ми чинимо, для направи різних ситуацій, в яких ми живемо, в сучасному світі, Бог сам направить. У Святому Писанні так главно написано, надаремно ваше вставання з раниці, і сидите ви допоздна вночі, виконуючи свої обов'язки. То коли Бог вас полюбит, так, Пан і у восьмі обдаровує ласкою своїх тих, хто його шанує, тих, хто його ж кохає. У этом проявляється справжня любов, ні в чим другим. І ми сьогодні вельми шмат про це говоримо. Свобода народу, так само, що, але забуваємо, що справжню свободу дає Бог. І сьогодні, молючися молитвою бережовою, в одном из псальмов, кожный святар, сегодня прочитал, что не бойтесь того, кто может забить ваше тело. Бойтесь того, кто может ваш дух загубить. И вельми добро в сьогоднішньому світі виходить всім іншим губить наш дух, вибивать Бога з нашего сердца. И мы ведемся за этим, а мы больше турбуемся об нашем теле, об наших привилеях, об наших добрых, ніби по-нашому добрих поступках, которые, може, нікому в гості добра не приносять. А затем, брати і сестри, Хасан, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана. А говорю це для вас. Благословлений той, хто сьогодні приходить сюди у ім'я Пана, не в ім'я этой веточки, калинки, как є святитель, бо хтось здесь його просив. Але в ім'я Пана. Благословлений володарства Айца нашого Давида, якое надиходить. Коли вы поверите в это, будет осанна на вышинях сыну Давида. Анна, веру в единого Бога, Айца всемогутного. Говорите небо и земли, всего важного и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, за Отца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не скорого, одиносудного по Отцу, разве от Бога все сталося? И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный как само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес,
погоде Писания, и взошел на небо, сядет справа Божьего Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Раз Jezusa Chrysta, jaki przez swoją muku i śmierć na krzyży wysłużył ludziom zbawienia, uznesią do Boga Ojca miłosierności, pokorne modlitwy. Молимся за святый костел, как приносил терпящим утешение, а грешным и одном с Богом. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за международные организации, чтобы за все они служили справе, спокою и поедание людей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за усилия грешных, как Богохорыстый чекали мост и отношение Христового крыжа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, яких грех отдалил от Христа, чтобы они могли вернуться до Его разглубокий жаль за грехи и щедрое покаяние. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей покрывших, как были они вольны от ненависти. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников в этой святой мши, как глубокое переживание пасхальных таинств наполнило нас спокойно. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, в особливый способ за померлую Янину и Станислава, как добрый Бог принял благодарство небесное. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты здобыл нас для себя праз свою кровь, праз кровь своего Сына. Выслухай наши молитвы и учени, как все люди открыли свое сердце для Тебя, один из заправного Бога, праз Христа Пана нашего. Аминь. Номер 33. О, кровь святая, о, кровь умления, напой живёвый, с неба нам посланы, власти креница, окна избавления, ты правильно лечишь раны. О, кровь святая, греху укрыта, как наши души ты собой поила, грешным креница, милости открыта, как у всех праведных смыла. О, кровь святая, о, кровь откупления, Божьего сердца, ты виток свой мела, вечно хай будет хвалой поклонение на земле Тебе и в небе. Молитесь, как мою и вашу офяру принял Бог Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Panie, przez Bogu Twojego jednorodnego Syna spaszli nam Twoją litość. I choćby swoimi uczynkami nie zasłużyli Twojej miłosierności, jednak podaję Cię prywacie i rozgrytuję światłą ofiarу, przez Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z Wami.
Dziękuję Panu Bogu naszemu. Ona это и справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ojcze всемогутный вечный и Божа, праз Христа Пана нашего. И Он вольный от грехов терпел за нас грешных, и был несправедливо осужден за наши злочинства. Своею смертью Он взвел наши провины, а Его из мертвых повстание принесла нам избавление. Тому взыву всеми анgelами мы Тебе прославляем, с радостью устрихаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у меня Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды Божа Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, всемогутный Божа. Освяти гэтыя дары росою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, każuczy: «Bierzcie i pijcie z jego wsie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры. Обращаем смерть Твою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и шагаем Твое престол хвалы. Uspamiętajući śmierci związek powstanie Twojego Syna, afirmuję Tobie, Panie, chleb życia i dzień spełnienia, dziękujący, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Pokorno modlę Ciebie, как всех нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий забрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удоскональ его в любови, разом с папом нашим Франтишком, biskupom naszym Kazimierem i всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які апостолі у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці пішов з цього світу, і дозволь му бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей, Панной Марией, со святым Юзефом, ее ранником, со святыми апостолами, святым архангелом Михаилом, ангелами, святым Яном Павлом II и всеми святыми,
якія спрадвеку падаваліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, разусе веки вечные. Amen. Просим Отца Милосердного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яви мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всего злого. Дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийścia Zbawcy нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, ale на веру Kościoła Twojego, i будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и благодаришь на веки вечные. Amen. Supokoj Pana, niechaj zawsёdy będzie z Wami. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, який дариш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Аминь. Я не варю, как ты вошел на меня, а скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Ну, может, тогда. Мой народе, что-то безразличие, ты виноватый, пред тобою был я тебе вывез, но ты фараона, а ты признашь, пришли народы, о мой народе,
что-то безразличия, чим виноват, пред тобою был я. Я тебя солнечный хлебный, ты ж не признавший смерти злобоебный. О, мой народе, что-то безразличия, чим виноват ты, пред тобою был я. Я тебе выбрал Божию лозою, а ты мне воздать дал замес напою. О, мой народе, что-то безразличия, чим виноват ты, пред тобою был я. На Египта диким покаранье, а не выдал ты на венчаванье. О, мой народе, что-то безразличия, чим виноват ты, пред тобою был я. Я за Володей помнил фараон, ты ж учинил мне умственным эмбрионом. О, мой народе, что-то безразличия, чим виноват ты, пред тобою был я. Я пред тобою раскрыл море память, а ты мне дай, Бог раскрыл безжалью. О, мой народе, что-то безразличия, чим виноват ты, пред тобою был я. Древо твердое смягчися, до земли аж прихилися. Спусти тело моего пана, я вельми скотована. Дозволь ему отпочить
землю стали судить. Выбрал Бог человеку на избавление человеку. Себе ласка людям дана, душа наша взмацована. Кривёй Божией вся обмыта, образ Иисуса пролита. Молимся. Panie, Ty umocował nas chlebem niebieskim i przez śmierć Twojego Syna dał nam nadzieję na wieczne życie, jakie wierni. Покорно Тебе просим, как пред Его твердых повстаний мы досягнули меты нашего вандрования, праз Христа Пана нашего. Amen. Объявим душмастерские. Pierwsza krasowika to четверг, Wielki Четверг, pamiątka ustanowienia sakramentu Eucharystii i Świętactwa. Świętая imsza Wieczery Pana odbędzie u 19:00, a после jej adoracja Pana Jezusa u ciemnicy do 20:00. Другого krasowika Wielka Piątnica Muki Pana. Nabożeństwo Wielkiej Piątnicy rozpocznięcia u 19:00 krzyżowym szlachem. Каля каплицы при умовах доброго надвор'я, які поведуть мужчини після набоженства, відбудеться перенесення Найсвятейшего сакрамента у гробницу, де розпочнем новенну перед Божою милосердністю, а затем отспіваємо пісні жальби. Адорація при гробі Пана буде тривати до 23:00. У гэты день обов'язує стислий пост. 3 красовика, Великая Суббота. Святая имша Вигилии Пасхальной отбудется у 21:00. Благословление страв на Великодный стол будет отбываться з 10 до 17 кожную годину, czyli початок кожної години. А так само після Пасхальной Вигилии, коли ласка передайте усім, бо тут звонить до меня, я уже телефон включил, я свой отложил там, зараз буду опять буде 80 добраних. Есть все на сторонце нашей Лошица, ЦСМА, есть так само все на наших соцсетях, сторонках Фейсбука, Инстаграме, ВКонтакте, коли ласка, заходите, проверяйте. Так само висит все на доске объяву перед костелом, можно прийти, зависит от здымок, коли кто має якісь способи другі, передать, коли что отбывается, как, не звонить, бо я маю другие справи сама, особливо теперь перед великим тижнем, який триває. У гэты дзень таксама абавязвае устрыманне мясных справаў у Великую Суботу. Мясных справаў. 4 красавіка Великодная неделя з мёртвых паўстання Пана, святая імша рэзурекцыйна адбудзецца двойчы. У 7 раніцы і у 9 раніцы. Таксама будзе святая імша у 11 гадзін, якая будзе адпраўлена за ружанцовыя. І больш у гэты дзень у нашей каплицы святых имшаў не будет. 5 красавіка у понедельник, другі день святаў, святые имши у 8 раніцы и у 19. 11 красавіка это другая неделя святаў, Божьей милосердности, так званая в нашей парафии, отбудется отпуск. Уже сегодня нагадываем, и он отбудется 12 годины, узначалит его архиепископ Тадеуш Кадрусевич. У гэты дзень святой імшы у 10:30 не будзе. Праз увесь тыдзень паўгадзіны перад святой імшой можна скарыстацца сакраменту споведзі, а таксама пасля святых імшаў мы з святым Александром тут знаходзімся до 21:00, бо тут трывае адорацыя Пана Езуса в інтэнцыі нашай радзімы, і мы таксама спавядаем, калі ласка, прыходзьце, карыстайцеся гэтага моменту. У неделю, поскольку я один проводник ласка, перед душой не выставил, хоть 15 минут сам все уговорял, я думал, дякую Пану Богу, думаю, что кто-нибудь придя раньше располнили. Я думал, у нас все мы заняты, я там какой 3 минуты перед душой и решил располагаться, было бы то управление. Памятаю и припоминаю, что
треба найти для этого чарный сакрамент Господь, который не был просто так пришел, как и сказал, и давал отпущение. И ничего в моем сердце не поменяется, ничего. Як живу такие самые грехи, як пришел Господь с грехами, не вышел без грехов, а не чувствую себя без грехами. Так же не бывает, кепське приготування Господь. Добре, про це треба було говорити другу катехету. Кожний день в нашій каплиці триває адорація, пам'ятаєте Ісусові інтенції нашої родини. У понеділок, во второк від 14:21, у інші дні згодно з прочитаним вище розкладом. У год присвячений Святому Юзафу, який тепер триває, кожну середу після Святої Імши ми відмовляємо літання до Святого Юзафа, праз якое можем отримати повний відпуст, який можем ахвярувати або за живого самого себе, або за когось померного. Наші померли так само потребують нашої молитви. Вони вже самі собі не допоможуть. Свечкою ми їм не поможемо. Приходимо, ставимо свечку, от за когось померного. Свечка разгорится, перегорела, все. Наша молитва, она должна быть вечная. Память себе это. Свечка горит, то горит. Потухнет может ветер с другим, она погасне и все. Почалися весенние каникулы. Катехеза от наступной недели, включно до наступной недели, не будет. После этой святой Імши будет еще одразу набожество песня жальбы. А 30 сакавіка в нашей парафии урочистость, день народження ксенза Александра. Запрошаємо 19:00 на святую Імшу, яка буде правильна інтенція його, пам'ятаємо про його у молитві. Так само за нами можна сочити на тритум на нашей сторонце Лошица ЦСМА, на ютубе, пишите все английскими буквами, есть так само там код красковый, его можно сфотографировать, снять, альбо писать, и тогда мы видим одразу на сторонце. Тут есть две камеры, которые сочат и за мною, и за вас, и за вами, поэтому так есть, как было лепей молиться, для кого-то, кто не может вести, а кто захворел, кто переживает, что не может вести. Так само можно еще хворые, если не записались, а хочет принять Пана Иисуса у своего сердца, когда ласка записываете, вы за них отказаны, вы за тех людей, которые не ходите, они сами не могут привести, не могут позвонить, вы уже не имеете такой возможности, вы не умеете, не знаете номера, а вы отказаны, вы повинны за это колести отправить Пана Бога кожен из нас. Дякую за керування, особливо усім, хто причинився до приготування вербочок на сьогоднішню урочистость, тим, хто розпроважає вербочки, тим, хто вчора убирав каплицю і вокруг територію навколо каплиці, заспівує праву літургічну, міністрантам за допомогу читання Луки Панської. Помолимося за тих, хто на цьому тижні святкує дні народження, іменини, ювілеї, хто чекає народів дітей, за добродеїв, ахвярадавців нашої парафії, так само нових добродеїв будівництва санктуарія Божої милосердності, і за нас, доручаючи кожного голосовку, Отець і Маті Божої Трудниці. Твоє обороні отдається. Святая Богородица, у наших потребах не погождай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Про заступництво святого Архангела Михаила помолимся за нашу Айчину, Беларусь, Косича, братницу, о братней любови, правде, справедливости и поразумению. Святый Архангел Михаил, держи нас у змагании. Будь нам обороною, супроть спокусы и паса злого духа. Покорно просим, нехай его знищит Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и низших злых духов, якие нас будут устроить во свете. Она святейшая, Острия, святи нас на небесный храм, прихожей солнце подсворожия, успомаши нас, дай силу нам, один Тройцы, о святый, наверхала во все веки, коли закончится наш шлях земли.
снегом и все садится. Над солнцем летят зоры, сумно светят небы горы, сумно светят небы горы. Помнить небо почернело, что минует час веселый, что минует час веселый. Крышатся со страху скалы, мертвые с могил повстали, мертвые с могил повстали. Он жальбу свою скрывает, целый свет не выконает, целый свет не выконает. Лишь Христовые продания, души острым болем ранят, души острым болем ранят. Под царской силой рана, снивших злой сердц наших планет, снивших злой сердц наших планет. Возьмет мой верок тобою, злые святой крыльёю, злые святой крыльёю. Убездоним колпана, я справим своих повстану, я справим своих повстану. Z допомогою Божої ласки починаємо розважати над мукою Пана нашого Ісуса Христа, ахвяруємо Його небесному Отцу на прославлення і хвалу Його найбожської величі, покорно дякуючи за великую и надзвычайную любовь до человечества, за то, что спасал Своего Сына, как терпел за нас жахливые покуты и принял смерть на крижи. В эти разважания хвалуем так само деле ушанования Найсвятейшей Панны Марии, Матери Болесной Божьего Сына, а так само на ушанование святого Юзефа и тих святых, які визначалися особливим набоженством до муки Христа. У этой опошней части будем разважать об тем, что Пан Иисус вытерпел от хвилины у воскрешения, у коронования, аж до тяжкого скому на крижи. Усе терпения, кпины и крылды, які он зносил, ахвяруем за грешников, как збавца обутил их заблуканное сердце и натхнул их за покаяние и життя у правде. А так само будем молиться за все души, які теперь у чисту, как литостивый Иисус погасил своей крыльёю огонь их муков. Будем так само просить Пана Иисуса, как ем и нам, у хвилину нашей смерти дал ласку скруки за грехи и да помог витривать у надеї аж до опошної хвилини життя на этом свете. Жорсткое сердце, ты еще не плачешь, тишь мукам Пана, страшных ты не бачишь. Иисус мой любый, ты исцелился конец, сил больше немає. Нас полюбивший, слышал Иисус с неба, любовь закрепший, лишь прямая стреба. Полюбил крепчить, признать не может, добрый наш Боже. На крышках сердца тихо терпеть муки, светливый жалоб пробивает руки. Понад землею звался крышу сносить, небо голосить. Небо святое, дай нам звалцы тела,
Чистим кров'ям, з плачем жалобі. Єзу, ой, Пане, прагну покаяння, прагну задіянь, прагну даровання. Наші братії, злими зв'язані, щастя нагнані. Богу навіки, хай же буде хвала, за всі з'яви Ісус прийняла, за нас терпінням, Бога Сина діти, став занятими. Єсус нас уділ вибрав, і хотів хвали. Єсус не пам'ять, Єсус на работе жахливой, Зискет принял красну проживание. Єсус милый пам'ять, Єсус, слишком тяжкий пришел ты, нес на гору всех грехов дарование. Єсус, милый пам'ять, Єсус, на крижа на Голгофе, был ты прибитый глупыми снегами. Єсус, милый пам'ять, Єсус, сослужиться не разом, ты принародно был покаранный. Єсус, милый пам'ять, Єсус, виды стены жалмера, Бою спася и верни толераны. Єсус, милый пам'ять, Єсус, на крыше милостиво, злодею воскнутый дал поятания. Єсус, милый пам'ять, Єсус, Отцем шоцю смягчаний, далі на небі указания. Єсус, милый пам'ять, Єсус, ты снес волнливо покуты, как ты не журит твоего дарования. Єсус, милый пам'ять, Єсус, скрижа гущами сняты, у гробницы ты был похованный. Єсус, милый пам'ять, хвала пощада нашему Пану, за всех зняпаний, за бичеваний, за все терпений, за все мучений, за наше избавление. Ах, я несчастлива, что терпеть не маю силы, на крыше мой любый сын, на крыше мой любый сын. О, Мария, ой, твой любый, под крышом твоей погуби, я прошу делить с тобой, я прошу делить с тобой. Войска на
молися ти за мною, дай мне спасать мой Бог, дай мне спасать мой Бог. Ох, не чую Сына моwy, и Он з'явив на груди Бога. Я на свете уже одна, я на свете уже одна. О, Мария, внуки Пана, криж покупи, боли раны, буду в сердце я носить, буду в сердце я носить. Не видят нас всякого града, Иисус Христе, смилуйся над нами. Не видят нас всякого града, Иисус Христе, смилуйся над нами. Не видят нас всякого града, Иисус Христе, смилуйся над нами. Таямницу сокровенна, устная наши все, праздник здоровье права, Боже новый заповедь, что нам розум не тумачить, свято веры приносит. Богу вечно Тройцы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного Дитя, Духу, что от них походит, Творцу вечно насмелка. Amen. Молиться. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам исповедь своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы за все отчували совершен Твоего откупления, яки же вещи благодарны Богом Отцом и едности Духа Святого, Бог празднуйся, яки вечные.